Дорога к дому Алексея Ануфриева не близкая. Сначала по железнодорожным путям, а потом пробираться сквозь чащу леса. И вот посреди деревьев стоит маленькая самодельная избушка. Здесь чисто и аккуратно. На веревках сушатся постиранные вещи. Тут и своеобразная летняя веранда с обеденным столом. Хозяину дома 62 года. Из них 7 лет он живет здесь, в лесу. Здоровья совсем не осталось. Говорит, очень болят ноги и спина. Однако справляется и не падает духом. Написал генеральную лицензию, или как он? Доверенность. Доверенность вышли, пожалуйста. Обменять хочется. Чёс. Я жив, выслал. Когда Алексей Борисович вернулся из Воркуты, поехал к себе домой, но в квартире жили уже новые хозяева. Делать было нечего, решил уйти в лес. За несколько месяцев соорудил избушку, здесь и остался. Денег на проживание сейчас у мужчины нет, пенсию не получает, так как нет прописки. За медицинской помощью тоже не может обратиться по той же причине. Питается дарами леса, а также ходит на базы, где кладовщики нет-нет да подкинут немного продуктов. Говорит, стыдно попрошайничать, но и на работу никто не берет. А куда, где, чего? Пойдешь, прописки нет, иди отсюда. На работу не беру, хромой, горбатый. Связи с родными у Алексея Борисовича нет. Узнал только о том, что дочка уехала в Украину. Там живет и бывшая жена. В Ухте родственников не осталось, и помощи ждать не от кого. Единственное дорогое, что осталось у ухтинского отшельника – паспорт гражданина России. Правда, нужен он теперь только для того, чтобы в полицию не забрали. Раньше, вспоминает, жил неплохо, работал на кирпичном заводе. К слову, Алексей Борисович не употребляет алкоголь. Шутит, что может только побаловаться, например, в Новый год. Признается, что очень рад нашему визиту. В лесу он совсем один. Вы первые пришли, вот он пришел первым. Алексей пришел первый. Вчера. И вот и все. В этот год. А в тот, железнодорожники были, заходили раз и все. Тут никого не бывает. Летом в избушке жить хорошо. Рядом озеро, ходит туда мыться и стирать вещи. Осенью собирает грибы и ягоды. Зимой холодно. В избушке нет окон, а вместо двери плотная ткань. Алексей Борисович соорудил из кирпичей печку. Она хоть немного помогает спастись от морозов, да и воду можно согреть. Сильно холодно, сплю. Сам большой, почти 8 суток проспал. А как так? Не проспал, провалялся. И организм сломал. Так, ничего, не ешь, не пьешь. Нормально. Сегодня мы обратились в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и сообщили о проблемах Алексея Борисовича. Ольга Чубакова, директор учреждения, пообещала помочь отшельнику. Уже завтра мы вместе поедем к Алексею Ануфриеву и начнется процесс восстановления документов. Кристина Хорбатова, Виталий Мальцев, Александр Табунков. День, Ухта.